Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. И сегодня в выпуске я вам расскажу о мистических местах города Якутска, а также о лайфхаках от якутян и еще о новых фактах легендарного исторического судна «Якутск». Давайте приступим. Невероятной красоты северное сияние порадовало жителей Якутии. Природное явление видели над селом Маягас Усялданского района. Также в социальных сетях пишут, что небесная иллюминация появилась в пригороде Якутска, в Намском, Кобяйском и Верхоянском районах. Есть свой устрашающий шарм в якутских мистических историях. Знаете, в Якутске даже организовали очень необычную экскурсию по таким мистическим местам города. Подробнее о этой необычной экскурсии узнавала моя коллега. И брак ее был несчастливый, потому что она 3 года спустя, после того, как вступила в брак, она отбегает от мужа. Экскурсии по мистическим местам полюбились горожанам давно. Их проводит известный блогер и автор множества мистических рассказов о сверхъестественном и их сборников Дмитрий Михайлов. Первую свою книгу «Легенды Якутска» писатель издал еще в 2017 году. Именно она стала базой для экскурсионного материала. Главная цель на самом деле моих экскурсий – это пробуждать в людях интерес к истории, потому что у меня тут идет такой хороший сплав мистики и реальной истории. То есть я попутно еще рассказываю, когда, например, были основаны эти здания, что в них было в разное время и так далее. Слушателей проводят по самой легендарной части города и рассказывают о тайнах музея Ярославского, Русского театра имени Александра Сергеевича Пушкина, Детской школы искусств, Национального художественного музея и других известных старинных строений. Как рассказал Дмитрий, раньше люди верили в то, что они воскреснут, и именно поэтому устраивали захоронения на территориях церквей. Так и здесь, на территории бывшей Спасской церкви, было большое захоронение. Останки находили там вплоть до второй половины 20 века. А еще он рассказал о том, что раньше здесь лежала мумия девушки, но потом она начала являться во снах людям, которые ее нашли, и стала требовать о том, чтобы ее захоронили. Потом музею пошли навстречу, и девушку все-таки захоронили. После этого она перестала являться во снах. В этот раз экскурсия была приурочена к предстоящему празднованию Дня города. Организатором выступил Центр компетенций «Лето Якутии». Мы, в общем, организовали сегодняшнюю встречу для того, чтобы показать нашим горожанам то, что привычные улицы наши, по которым мы каждый день ходим, могут нести абсолютно другие смыслы, быть абсолютно интересными и такими познавательными, и раскрывать наш город с другой стороны. 13-летний Давид Иванов пришел на экскурсию с родителями. Мальчик признается, что узнал много нового для себя. Эта экскурсия мне понравилась. Некоторые рассказы очень интересные. Я не ожидал узнать столько всего. Не знал то, что под площадью есть какие-то подземные постройки, сооружения. Не знал то, что под второй школой были захоронения. Экскурсии проходят по субботам. О месте встречи и времени можно договориться с автором или узнать в соцсетях организаторов. Мария Кардашевская, Семен Афанасьев, Якутск. Рубрика лайфхаков снова в эфире. Изобретатель с города Ленска удивил своим новым проектом «Цифровой курятник». И сейчас благодаря этому проекту можно контролировать курятник, не выходя из дома, то есть через приложение в телефоне. Давайте мы подробнее узнаем и оценим этот проект. Необычный IT-продукт появился в Ленске. Управлять сельхозпроцессами теперь можно с помощью приложения в телефоне. Это цифровой курятник. Человек здесь нужен только для того, чтобы пополнить кормушку на 20 дней и собрать яйца. В современном курятнике все автоматизировано. Подсветка, работающая от солнечной батареи, кормушка, сбор яиц, температурный режим и другие жизненно важные аспекты для комфортного содержания домашних птиц. С помощью камер, а их 4, можно вести наблюдение виртуальной реальности за этой мини-фермой. Преимущество этого курятника – минимальное время ухода. Для поддержания его
жизнедеятельности уходит не больше 5 минут в день. Я считаю, что такой курятник должен находиться в каждой малообеспеченной семье, которые живут в частном доме. Цифровой курятник рассчитан на 20 куриц. Все данные можно получать и систематизировать с помощью мобильного приложения в телефоне. То есть можно скачать приложение, заказать инкубированное яйцо, можно само яйцо вырастить самому, то есть получить цыпленка дорастить до курицы и получать свои яйца. Себестоимость яйца в данном курятнике получается 5 рублей. То есть в магазине для сравнения у нас 13-15 рублей. Как уже показывает практика, окупаемость и функциональность оправдана, хотя это только прототип будущего IT-продукта. Когда же фермерское ноу-хау Юрия Ильина поступит в массовое производство, ленский IT-лайфхакер держит в секрете. Но желающие стать обладателем такого цифрового курятника уже выстраиваются в очередь. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Совсем скоро в свет выйдет новое издание эпоса «Нюргун Ботур Стремительный». В год столетия образования ЯССР переиздается полное собрание героического эпоса. В День государственности республики 27 сентября состоится презентация подарочных экземпляров. Тираж составит 1500 экземпляров. Основная часть будет распределена между муниципальными библиотеками, школами и учреждениями культуры. Монументальный героический эпос народа Саха Олонхо «Нюргун Ботур Стремительный», воссозданный Платоном Алексеевичем Аюнским, впервые полностью был опубликован на языке оригинала в 2003 году к 110-летию со дня рождения классика якутской литературы. В прошлом выпуске мы с коллегами рассказали о легендарном историческом судне «Якутск», который сейчас находится у нас в Якутске. И мой коллега Александр Хавренко узнал еще интересные факты об этом судне, и вам предлагаю о них узнать. Реплику судна создали специально для съемок фильма «Первые» по пьесе Владимира Федорова «Созвездие Марии». После завершения работы над картиной было принято решение переправить дубль-шлюпку в Якутск, где она должна стать экспонатом музея имени Ярославского. Но их было построено несколько в Сибири как раз для участия в Великой Северной экспедиции. В том числе такое судно построили в Якутске в 1734-35 годах. Они назвали его Якутск, то есть по месту постройки. И поскольку тип судна был достаточно распространенным, в принципе, чертежи сохранились, и, собственно, сохранились описания в документах Северной экспедиции кораблей, которые они строили. И вот по этим описаниям и чертежам в Петрозаводске на верфи «Варяг» в 2016 году сделали такую копию, реплику. Новый музейный объект презентовали 12 августа, и дата была выбрана не случайно. Именно в этот день отмечает день рождения великого мореплавателя, исследователя, капитан-командора Витуса Беринга, благодаря которому была создана верфь, на которой и построили корабль «Якутск». Это судно «Якутск» является действительно первое судно российским флагом, которое плавало по реке Лена. Она была построена в верфи, который был построен и создан Витусом Берингом в городе Якутске. Два было судна, систершипы сейчас, как говорят, это Иркутск и Якутск. Якутск, то, что вот сейчас Сергей рассказал, это было сперва под командованием Прончищева, потом под командованием Харитона Лаптева. Они плыли в сторону запада, с дельты реки Лена. Безусловно, судно «Якутск» станет знаковым экспонатом музея имени Ярославского. Расположенное под открытым небом, оно наверняка привлечет к себе горожан и туристов. Есть такая задумка о том, чтобы сделать экскурсию на самом судне. Конечно же, это было бы очень интересно, поскольку само качество исполнения этого судна, оно, в принципе, является и судоходным, оно может и на самом деле быть и на плаву. Конечно, сейчас будем рассматривать разные варианты, есть разные предложения, каким образом дальше его использовать в экскурсионных программах, в каких-то турах, которые будут знакомить всех желающих еще ближе с историей освоения республики. Прикоснуться к истории, посмотреть, в каких условиях 300 лет назад мореплаватели покоряли неизведанные части России, и на несколько минут самому погрузиться в атмосферу Великой Северной экспедиции может любой желающий. Для этого достаточно прийти во двор музея и прикоснуться к борту корабля. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. О командоре Витусе Беринге будет снят документальный фильм в рамках проекта «Дойти до Грая. Сибирский континент». Кстати, первый фильм этого проекта, этой серии вызвал настоящий фурор у зрителей, кинокритиков и экспертов. И если вы еще не посмотрели данный фильм, я вам настоятельно рекомендую посмотреть. Ну а прямо сейчас посмотрите трейлер-тизер к этому фильму.
даже вот представить себе, что это вот все нарисовать, это все пройти, это же все пройдено ногами людей. База основная Якутск, да, откуда хоть на север, хоть на Амур. Расстояния в отписках первопроходцев очень часто указываются в днях пути. Допустим, что от Якутска до Алёкминска 2, что ли, дня пути. Первооткрыватели, открывая новые земли для российского государства, конечно же, опирались на тех жителей, которые уже освоили эти земли. Мы находимся где-то здесь. Дежнев здесь проходил своими кочами в 1648 году. Первооткрыватели, которые шли, ну, они, наверное, лучше нас понимают, что такое жизнь. Это непростые ребята были. Она ошибок не прощает, Колыма. С ней шутить нельзя. Суровая она. Но наша речка-то, матушка. Произошла встреча двух цивилизаций – русской цивилизации и якутов. И это также дало очень большой импульс освоению этих территорий. Именно из города Якутска уходили в разные стороны и на север, и на юг, и на восток те экспедиции, которых буквально за несколько десятков лет присоединили к Российской империи огромные территории, сравнимые с территорией практически целых континентов. Ну что ж, а на этом наша программа подошла к концу. Смотрите News on Air по будням в 11 и 17 часов. До новых встреч в эфире!